Все, вот так идем. Идем вот так. Ребят, всем привет! Я сестра Азизхана, и сегодня по его просьбе я расскажу вам о медитации. Я уже медитирую больше года, и последние 3 месяца прожила в Dharamsala. Dharamsala – это город на севере Индии, где живет Далай-лама, где очень много тибетских беженцев, где очень много крутых монастырей, крутых монахов, лам, у которых я училась тибетскому буддизму и медитации. Сегодня я вам расскажу, что такое медитация, пользы от медитации и как вообще медитировать. Итак, поехали! Итак, что такое медитация? Медитация – это практика взращивания, практика культивации определенных навыков при помощи ментальных упражнений, которые нацелены на то, чтобы сделать ум более спокойным и психически здоровым. Это и есть медитация. Итак, польза от медитации. Практикующие медитацию становятся более спокойными, более стрессоустойчивыми. Медитация уменьшает беспокойство, боль, помогает при различных депрессиях. То есть все для ментального здоровья. Конечно, медитация не панацея от всех заболеваний. Все зависит от того, готовы ли вы уделить себе пару минут в день для своего разума. И если готовы, то go, я научу вас медитировать. Мы только что помедитировали, на самом деле, с мадахами уже полчаса. Но сейчас мы вам расскажем, как нужно медитировать. В общем, садимся в удобную нам позу. Если у вас больные колени, то лучше сидеть на стульчике, можно медитировать. В общем, как вам удобно. Самое главное, поза должна быть такая, при которой вы можете максимально расслабиться. Закрываем глаза, расслабляемся. Замечаем разные звуки, замечаем наше настроение сегодня, тактильные ощущения и начинаем фокусироваться на дыхании. Вдох, выдох. Примерно так нужно медитировать по 5 минут, как вам угодно. Для начинающих, возможно, сложно фокусироваться на дыхании, поэтому можно считать вдох 1, выдох 2. И так до 10. Повторяем до 10 и возвращаемся обратно к 1. Все, да? Вот. 2 минуты. 2 минуты. И когда ты, наверное, медитировал, ты заметил или вы заметите, что начнут появляться разные мысли, картинки, просто Да. миллион. Вот ты не можешь на дыхании сконцентрироваться. Мысли то с этого полушария, то с этого То полушария. с этого полушария. Как водопад, да, мысли Да. просто прут. И в этот момент что ты делаешь с ними? Ну, я обратно пытаюсь сконцентрироваться на дыхании, то есть перебиваю их и начинаю обратно на дыхании концентрироваться. Это все хорошо, но их подавливать никогда нельзя. Когда ты их подавливаешь, типа, нет, я не должен думать, их еще больше становится просто. Вот все мастера, вот, которые меня учили, они говорят, их еще даже больше становится. Поэтому их нужно просто заметить. Вот сидишь
и появилось воспоминание какое-то. В этот момент нужно сказать: окей, я заметил тебя. И просто shift, взять свою концентрацию, взять свой фокус и передвинуть просто на дыхание. Не пытаться подавить, а просто передвинуть и дальше сидеть, продолжать и фокусироваться на дыхании. Вообще вот именно это упражнение, оно самое базовое, оно вообще создает дистанцию между нами, людьми, и между нашими мыслями. То есть мы начинаем понимать, когда мысль заходит в голову, что она там творит, то есть мы начинаем замечать эти мысли, и когда мы их замечаем, когда мы за ними наблюдаем, мы имеем больший контроль над ними, мы можем контролировать свои мысли. И так можно контролировать негативные мысли, то есть замечать их, растворять и фокусироваться на тех мыслях, которые вас ведут к процветанию, скажем, на более позитивных мыслях. Это мой личный опыт, это мое самое любимое упражнение, оно самое простое. Поэтому вот это и была база. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы станете счастливее, практикуя медитацию, и удачи вам всем! Я счастлив. И мы счастливы! Моя сестра начинает вести свой блог о медитациях, о буддизме. Я правильно говорю? Да. И вот. Скоро. Открываем вместе аккаунт, и Интересно будет. очень интересно будет. Я буду вам рассказывать о своем опыте, буду глубже вам рассказывать не только о медитации, а и о буддизме, о психологии. Мне это помогло, и я поэтому решила создать свой блог, чтобы рассказывать людям и делиться своим опытом. Надеюсь, это всем поможет. Спасибо. Спасибо вам. Всем Мы пока. с вами прощаемся. Пока. Нормально, да? Да, первый.